Вы смотрите телеканал БСТ, и сегодня у нас в гостях заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шильдяев. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, третье место Башкортостана в национальном рейтинге инвестиционного климата. Это престижно. Уверена, что во многом это все-таки заслуга и вашего ведомства, и это третий год подряд. А что на самом деле стоит за этими цифрами? Действительно, в рамках Питерского международного экономического форума, который состоялся совсем недавно, были подведены ежегодные рейтинги национального инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации, где мы заняли третье место. Если говорить о промышленности, то здесь, конечно, 60% инвестиционного портфеля всей республики приходится на промышленные предприятия. И тот рост, который длится уже 5 лет, как раз показывает одно из тех направлений, которые входят в нацрейтинг. Если говорить про энергетику, которую мы также ведем, то есть те этапы подключения, которые идут, время подключения, то есть сегодня государственные корпорации направлены как раз на бизнес, уменьшить эти сроки, чтобы облегчить им вхождение в какой-либо инвестиционный проект. И также создание площадок, где сегодня, опять же, развивается бизнес, и должен развиваться бизнес, это индустриальные парки, технопарки. Это как раз тоже та наша небольшая заслуга, которая вошла в общий рейтинг национальной привлекательности. И это действительно престижно, находясь в субъектах Российской Федерации, которые сегодня в лидерах, и понимая, что есть еще куда стремиться, поэтому хочется прикладывать все усилия, чтобы дальше развивать нашу республику. То есть амбиции быть первыми? Первым быть всегда нужно в любых направлениях. И показывая либо максимальный рост, либо увеличивая показатели ежегодно, как раз делая нашу республику лучше и тем самым как раз подтверждая это рейтингами. Если говорить про показатели и про конкретные цифры, это соглашения наверняка. Есть уже надежные партнеры, с которыми из года в год вы подкрепляете эти соглашения и достижения. Кого можете выделить как надежные? Любой форум, в том числе как раз Питерский международный экономический форум, это большая такая работа, которая длится не неделю, это длится целый год. Подготовка как раз к встречам, к подписанию соглашений, то есть те инвестиционные часы, которые ведет Радик Фаридович Хабиров. То есть это вот некий такой итог, где мы подписываемся, и дальше уже начинается реализация этого инвестиционного проекта. В этом году на площадках форума было подписано 35 соглашений на сумму 100 миллиардов рублей. Много соглашений по промышленности. Здесь отдельно можно отметить соглашение федерального уровня, это наша компания Полиметалл, которая сегодня заходит в Сибай на развитие предприятия. Соглашение Салават Стекло, то есть несмотря на все сложности, которые сегодня есть в строительной отрасли, предприятие развивается, и мы как раз показали тем самым новым соглашением. Соглашение до 1935 года показывает то, что предприятия сегодня развиваются. Небольшие наши предприятия, которые сегодня участвуют в нефти и газсервисе, они тоже у нас есть, присутствуют. И также эти соглашения были утверждены, заключены, и дальше будем двигаться. Наши ключевые партнеры, которые сегодня есть, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, то есть со всеми проведены встречи. Ряд проектов, которые мы также ведем уже 2 года, по крайней мере, по Узбекистану. Мы заключили соглашение, выходим на строительство гостиницы, выходим, и документ должен как раз вот на днях выйти по Бекабаду в Узбекистане. То есть вот вся эта работа, которая идет, где-то финализируем, и дальше уже выходим либо на строительную площадку, либо в рамках реализации на сам проект. А какие новые партнеры, может быть, новые дружественные страны присоединились? Если говорить про новые страны, это, конечно, Таджикистан. То есть в Таджикистане сегодня в рамках федеральных мер поддержки Минпромторга участвуем в строительстве технопарка. Наши компетенции, которые сегодня есть, где мы являемся лидерами, нам дают, как раз и доверяют, его доверили теперь Таджикистан. Будем там реализовывать новый инвестиционный проект с участием как предприятий Республики Башкортостан Российской Федерации, так и предприятий как раз дружественных стран. А от них какая обратная связь? Строительство технопарков, индустриальных парков в Узбекистане, Таджикистане, это всегда дорога таких с обратным движением. То есть если мы идем в Узбекистан или Таджикистан, строим там и создаем новые рабочие места, новый инвестпроект, и предприятия, видя, что мы помогаем, мы сегодня это работаем, они заходят к нам. Вот. Несколько соглашений, которые были заключены с Узбекистаном, как раз показывают ту работу, что мы к вам, вы к нам. Такое взаимное. Только взаимный интерес двух стран может как раз создавать новый инвестиционный проект.
Если мы говорим про Беларусь, опять же, наш Уфимский трамвайно-троллейбусный завод, тот троллейбус, который сегодня создали совместно с МАЗом, треть рынка мы уже забрали, и дальше есть перспектива развития, то есть это тоже яркий пример. Мне очень понравилась яркая площадка, уверена, что гости оценили, какие эмоции. Наверняка вы тоже стояли у истоков разработки, ну, по крайней мере, контролировали, как это будет. Вот, как гости отреагировали? Каждый стенд на Питерском международном экономическом форуме – это всегда точка притяжения. В этом году точкой притяжения стало то дерево, которое создано, это как раз от истоков к инновациям. И если говорить про то количество гостей, которые приходили, которые отмечали, и как раз смотрели не просто красоту, а именно контент, который был представлен. Это рассказ про туристический потенциал, промышленный потенциал, агропромышленный потенциал. То есть все было сформировано так, что то, что мы делаем, и то, что мы планируем делать вместе с федеральным центром в рамках реализации национальных проектов, это как раз мы интегрировали вот в наш стенд. И те презентации технопарков, презентации кампуса, вот, презентация российско-белорусского инвестиционного кластера, все было интегрировано в стенде. Каждый мог подойти, где-то ознакомиться с республикой, если еще пока не знает, либо посмотреть те направления, которые мы сегодня развиваем, и где сегодня предприятия, либо компании могут подключиться и также инвестировать в нашу республику. Вы уже отметили, инвест-часы, есть у нас институт бизнес-шерифов, которые в каждом районе Республики Башкортостан взаимодействуют с населением. Я знаю, как этот механизм работает на земле. Может быть, что-то еще отметите как способ эффективного взаимодействия с людьми, чтобы они могли и бизнес открыть, и район развить, и республику укрепить, потенциал? Я бы отметил здесь еще промышленные часы, которые мы сегодня проводим. И промышленные часы мы проводим с выездом под руководством Раифа Хабирова, с выездом на предприятие, где мы стараемся посетить несколько площадок, а на одной из них собрать уже крупный и средний и мелкий бизнес, как раз показать, где можно входить в кооперационные как раз связи, в кооперационные цепочки вместе с предприятием и развивать либо масштабировать свой бизнес. И вот это механизм, он себя зарекомендовал. Сегодня мы готовим промышленный час. У нас будет точно он в Кумертау, где сегодня активно развивается компания «Велтимаш». Точно сегодня будем проводить Октябрьский Туймазы, тот курс, где сегодня развиваются вот как раз такие предприимчивые люди, которым где-то дать рубль, они вложат свои 10 и дальше будет реализовывать. Может, не только рубль, вернее, не столько рубль, сколько согласовать что-то? Вот если говорить в части промышленности, вот ни много ни мало, несмотря на все сложности, в прошлом году порядка 900 миллиардов рублей на поддержку промышленности было выделено. И основной инструмент, который сегодня есть, это фонд развития промышленности. То есть вот там мы как раз все-таки даем рубль, это льготные займы, чтобы предприятия реализовали свои проекты. И не так давно было как раз подведение итогов по кластерному развитию в Российской Федерации, где мы являемся лидерами. Это как раз поиск кооперационных цепочек между предприятиями либо внутри республики, либо внутри Российской Федерации. В рамках поиска вот этих кооперационных цепочек мы находим то, что сегодня еще закупается, находим инвестиционную нишу, даем займ Фонда развития промышленности и получаем новый инвестпроект, либо новый бизнес. И вот эта схема, она сегодня признана на Российской Федерации эффективной, и мы ее будем продолжать развивать. Вот вы такие цифры называете, сложно представить их вот физически. 900 миллиардов, 1 триллион. Но тем не менее за этими цифрами стоит большая колоссальная работа за кадром. Вот после таких площадок, как форум в Питере, наверняка есть новые цели, новые амбиции. Какой он Башкортостан будущего в цифрах, в инвестициях? Если сегодня говорить о людях, которые стоят за цифрами, то есть только в сфере промышленности это 330 тысяч человек, которые сегодня трудятся на предприятиях. И вот сделать так, чтобы их становилось больше, и делая при этом, увеличивая производительность труда, увеличивая роботизацию, внедряя искусственный интеллект, то, чтобы предприятие могло, не сокращая людей, увеличивать свою выручку, оборот и прибыль, и тем самым развивалась и наша экономика Республики Башкортостан, и предприятия в целом. И вот, наверное, основная задача это как раз направлена в этом. И если говорить сегодня по эффективности реализации промышленной политики в Российской Федерации, акцент на производительность труда, акцент на работу с кадрами,
на искусственный интеллект. Вот эти три таких основных новых блока, которые сегодня идут в рейтинге, к которым будем подводить уже в июле на одном из основных промышленных форуме в Екатеринбурге на Иннопром 2026. Ну, вы сказали о кадрах. Сейчас на что делается больше упор? Вот какие профессии в промышленном секторе будут наиболее востребованы? Может быть, зрители посмотрят и скоординируют вектор своей жизни? Каждый год, каждому этапу есть потребность в кадрах. Вот буквально 2 года назад мы активно как раз начали готовить кадры под оборонно-промышленный комплекс. Создали как раз дополнительно 2000 целевых мест и как раз обеспечили ту необходимую потребность, которая сегодня была на наших флагмане, конечно, Уфимском моторостроительном производственном объединении. Сегодня есть потребность кадров у нефтяников. Мы этот вопрос обсуждали на форуме, который состоялся в Уфе на газнефтехнологии. Но если говорить про будущее и про то, что сегодня интересно нашим молодым людям и то, что мы сегодня делаем, это, конечно, все, что касается с искусственным интеллектом, это что касается с беспилотием, с производством беспилотия, с производительностью труда, с роботами. Вот такое высокотехнологичное, высокопроизводительные рабочие места, как раз на это делаем небольшой, но все-таки акцент. А ваше мнение, вот некоторые переживают, что искусственный интеллект и роботы заменят человеческий ресурс. Может быть, стоит просто перестроиться и научиться этим управлять? Вот ваше пожелание, ваше видение. В этом сегодня как раз и заключается работа правительства. То есть Ради Фаридовичем принято решение, создан отдельный институт, это и совет, и новое направление в правительстве. То есть внедрение искусственного интеллекта без кадровых потерь – это основное направление. Поэтому на это и будем как раз стремиться и делать то, чтобы роботы не заменяли людей. Ну и как успешный управленец, дайте, пожалуйста, пару, может быть, один емкий совет для тех молодых людей, кто хочет строить свою карьеру именно в Башкортостане, развивать свой бизнес. Башкортостан доказывает то, что он лучший сегодня регион, один из лучших регионов, куда нужно инвестировать, где нужно работать, где нужно развиваться. Это и строящийся у нас кампус, который идет для молодых людей, это и динамично развивающаяся особая экономическая зона, и те площадки, которые создаются в республике. Поэтому со всеми необходимыми имеющимися налоговыми преференциями, льготами, высокими зарплатами в республике Башкортостан точно нужно работать, точно нужно его любить, уважать и делать правильный акцент. Я желаю вам в этом успехов, и вам, и вашей команде, и спасибо, что пришли. Спасибо. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Александр Николаевич Шильдяев, министр промышленности, энергетики и инноваций в Республике Башкортостан. С вами была Юлия Краснова. До встречи на телеканале БСТ.